Неделя пролетела незаметно, и с вами вновь программа «Будьте здоровы» и ее ведущая Ирина Оренбургина. Здравствуйте! Распространенное в народе изречение о том, что предупредить заболевание легче и дешевле, чем впоследствии лечить его, имеет рациональное научное подтверждение. С целью своевременной диагностики патологических состояний и сохранения высоких показателей уровня здоровья населения на государственном уровне было сформировано такое понятие, как диспансеризация. Для чего и как проводится оно, мы узнаем из нашего сюжета. Начиная с 21 года пройти это бесплатное обследование может гражданин Российской Федерации, имеющий полис обязательного медицинского страхования. Проводится диспансеризация по месту жительства и заключает в себя два этапа – стандартное и углубленное. Первый этап – это анкетирование, опрос, клинические анализы крови, мочи, холестерин, определение холестерина крови, сахара крови, проведение флюорографического исследования, проведение маммографии для определенных групп женщин, по возрастам, определение онкомаркеров для выявления рака предстательной железы у мужчин, тоже по возрастам, и осмотр терапевта. Второй этап диспансеризации ставит своей целью более углубленное обследование пациента. Если были изменения после проведения первого этапа диспансеризации, пациент направляется на второй этап, где проводятся дополнительные методы исследования. Это спирография проводится, консультации специалистов, УЗИ сосудов шеи, сосудов конечностей, фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия. Ответственность по организации и проведению диспансеризации возлагается на участкового терапевта. После того, как пациенту поставлен диагноз, решаются вопросы о госпитализации, направлении в республиканские центры и проходит распределение по группам. Первая группа у нас практически здоровые люди, вторая группа – пациенты, у которых выявились риски развития хронических неинфекционных заболеваний. Это заболевания сердечно-сосудистой системы, высокое давление, высокий холестерин. Вот такие пациенты берутся на диспансерный учет. Третья А-группа у нас пациенты, которые нуждаются в дальнейшем лечении, в дальнейшем дообследовании, но в диспансерном наблюдении не нуждаются. Третья Б-группа – это пациенты, которые нуждаются уже в стационарном лечении, в более углубленном обследовании и направлении, возможно, на для получения высокотехнологичной медицинской помощи. По итогам диспансеризации взрослого населения Сибая, проведенная в прошлом году, были выявлены следующие результаты. Повышенный уровень артериального давления – 1920 человек, повышенное содержание глюкозы в крови – 173 человека, избыточная масса тела – 3140 человек, курение табака – 786 человек, употребление алкоголя – 84 человека. Выявлено также впервые заболеваний в результате проведенного обследования 6 случаев новообразования. Это заболевание молочной железы у 2 женщин, яичников у 2 женщин, нижняя губа – 1 человек и заболевание носа у 1 человека. Болезни системы кровообращения – 437 человек. Болезни эндокринной системы – 121 человек. Болезни органов пищеварения – 108 человек. Болезни органов дыхания – 130 человек. Болезни нервной системы – 99 человек. Болезни глаз – 66 человек. Болезни крови, кровоизборных органов – 101 человек. Всего диспансеризацию должны были пройти 10 487 жителей нашего города. План был выполнен практически на 100%, и полученные в ходе обследования цифры впервые выявленных заболеваний говорят сами за себя. Поэтому в суете нескончаемых дел не забывайте о своем здоровье, пользуйтесь возможностью пройти медицинское обследование оперативно и бесплатно. Но не стоит забывать, что диспансеризация – это не панацея, и если вас, к примеру, беспокоят проблемы с сердцем, то немедленно идите на прием к врачу. Статистика утверждает, что кардиологические заболевания на протяжении всей истории человечества унесли больше людских жизней, чем все войны на Земле вместе взятые. О том, как же уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний и позаботиться о своем сердце, расскажет заведующая кардиологическим блоком первичного сосудистого отделения Альфия Булякова.
Если раньше считалось, что до 50 лет нечего и думать о проблемах с сердцем, то сейчас болезнь все чаще поражает людей трудоспособного возраста. В последние десятилетия значительно помолодел ряд заболеваний, среди которых и инфаркт миокарда. Об этом говорит и статистика городского стационара. В кардиологическом отделении за 2017 год пролечено 1098 пациентов. Из них острый коронарный синдром был у 219 больных. Инфаркт миокарда произошел у 93 пациентов. Уровень инфаркта миокарда не растет, но возраст пациентов, перенесших инфаркт миокарда, он молодеет. Особенно чаще он случается у мужчин, чем у женщин. И также бывали случаи у 25-летних мужчин, у 30-летних мужчин происходит инфаркт, что очень настораживает, конечно. Кроме инфаркта, чаще всего это гипертоническая болезнь. Молодые люди ходят с высоким давлением, не обращают на это внимания, думают, что это ничего страшного, не лечится, что в итоге приводит к таким осложнениям, как стенокардия, ишемическая болезнь сердца, и в итоге инфаркт миокарда. Кризисным возрастом у мужчин считаются 45-50 лет, у женщин проблемы с сердцем начинаются после 50. Специалисты выделяют немалый ряд причин, которые могут вызвать развитие инфаркта миокарда. Среди них есть как корректируемые, так и некорректируемые. Это наследственная предрасположенность, такие вредные привычки, как курение и алкоголь, неправильное питание, избыточный вес, низкая физическая активность и вредная для сердца работа. Если есть какие-то признаки, постоянные головные боли, учащенное сердцебиение, тогда нужно регулярно проверять давление, вовремя корректировать его, подлечивать, лечить, то есть регулярно, чтобы не было дальнейших осложнений. Посоветовать я хотела пациентам вовремя обращаться при повышенном давлении, корректировать высокие цифры давления вовремя, и вести здоровый образ жизни. Мнение специалиста и исследования, которые ведутся учеными всего мира, доказывают, что в этом случае очень многое зависит от самого человека. Да, инфаркт миокарда действительно помолодел, но это отнюдь не означает, что вы не можете обезопасить себя от внезапной проблемы с сердцем. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, а также сознательное отношение пациентов к своему здоровью обязательно принесут свои плоды. Несомненно, спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. И чтобы жить долго и счастливо, всего лишь нужно вовремя проходить плановые обследования, правильно питаться, заниматься спортом, высыпаться, избегать стрессов и думать о хорошем, а также избавляться от вредных привычек. Ну а на сегодня это все. Берегите себя и будьте здоровы!